Барсик, Боб, этого настенного кота жители дома называют по-разному, но все, проходя мимо, неизменно улыбаются, а некоторые делают селфи. Дети его даже обнимать пытаются, рассказывает автор. Действительно, пройти мимо умилительной голубоглазой мордочки просто невозможно. А началось все с банального благоустройства подъезда и прилегающей территории. Мы с соседями перенесли скамейку сюда, к нам, во двор. А потом подумали, что, наверное, она такая дряхленькая, надо ее перекрасить. Потом перекрасили подъезд, а потом соседи, зная, что я художник, предложили мне разрисовать. Вот я придумала. Соседи предлагали разные варианты, но автор настояла на своей идее. Пересматривала множество фото и иллюстраций с котами, благо интернет ими пестрит, и один особенно зацепил своим взглядом, вспоминает художница. Он и стал прототипом, только сделала его рыжим и голубоглазым, таким как супруг, смеется Евгения. Кстати, и домашние, и соседи от кота в восторге. Последних это вдохновило на дальнейшее преображение дома. По крайней мере, желание появилось, а там и до действия недалеко. Благодаря Евгении Осиповой, нашей художнице, скажем, наш подъезд сейчас всеми знаменит в нашем поселке. И я бы хотел, чтобы люди как-то включились, тоже разукрасили, так скажем, свою жизнь, подъезд. Евгения рисует с раннего детства. Училась в Ухтинском университете на кафедре архитектуры, проходила множество образовательных курсов по живописи и рукоделию, а нашла себя в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Делала на заказ украшения из полимерной глины, а сейчас больше внимания уделяет живописи. Также пишет и оформляет интерьеры на заказ. А иногда и вот так, на энтузиазме. Также расписала веранду в детском саду, который посещает ее сын. Мне нравится, когда людям нужно что-то. То есть мне пишут, говорят: Жень, мы хотим то-то, то-то. Я такая: окей, все, если мне это нравится, я приезжаю и делаю. Но обычно это состыкуется с моими внутренними желаниями изначально, которые я давно загадывала. После кота поступает особенно много заказов, но соглашаться на все просто нет времени, говорит Евгения. Идей также множество. Одна из таких – изобразить разных котов с разными эмоциями на всех подъездах дома. Но здесь уже одного энтузиазма вряд ли хватит. Нужна помощь управляющей компании, делится художник. Но начало в любом случае положено. Это преображение подъезда стало импульсом для других обитателей дома, да и всего поселка благоустраивать придомовые территории, говорит Евгения. Создать уют и красоту вокруг себя при желании может каждый, не обязательно быть художником. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.